Добрый день. Для того, чтобы зайти в бюджетное планирование, необходимо зайти через Яндекс браузер. Обязательное условие, чтобы было наличие CryptoPro. Заходим. Прежде чем подписать любые соглашения, необходимо через системные справочники, желательно реестр участников и неучастников, зайти в юридические и физические лица. Допустим, я захожу через другую учетную запись, захожу на любого пользователя. Здесь в основных атрибутах или в персоналях мы можем изменить те или иные данные, банковские реквизиты. Здесь также вы можете поменять, если вдруг что-то вам написано неправильно, тоже можете исправить. Для того, чтобы увидеть чье-либо соглашение, допустим, данного получателя субсидий, мы проваливаемся в само соглашение, да? Прежде чем подписать, пожалуйста, делайте предпросмотр. В данном соглашении мы видим подписи сторон, как зовут того или иного сельхозтоваропроизводителя. Далее уходим, конечно, все читаем, все смотрим, так как много чего интересного можете узнать. Дальше самое интересное — платежные реквизиты сторон. Проверяем правильность написания, правильности всех данных, которые указаны здесь в реквизитах. Банковские реквизиты. Также приложение 2, значение результатов представителей субсидий, да? То есть здесь мы видим плановое значение поголовья, какое у нас должно стоять. Дальше идут отчеты о достижении значения результатов представителей, то есть она должна быть ежеквартальная. Это вы должны знать, то есть с июля вы будете заполнять эту данную информацию. Статьи расходов мы потом, возможно, потом еще отдельно скинем видео, как заполнять. Особенно это касается тех людей, которые подались первый раз. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Проверяем полностью все, что здесь есть. Особенно индикаторы. А не просто смотрим, сколько денег вы получили. Как предоставление отчетности есть такой раздел. Здесь необходимо знать, что у нас есть годовая отчетность, это отчет о достижении целевых показателей, то есть вы показываете свое поголовье, да? Она годовая должна быть. И квартальная, с июля по январь вы сдаете эти данные отчеты. Также ваши реквизиты получателя, здесь они указаны, да? Эти данные вы можете изменить в персоналях, если вдруг что-то пошло не так, если у вас изменился банк или еще какие-то интересные изменения произошли. Поэтому, пожалуйста, прежде чем подписывать, чтобы не было лишних телодвижений, каких-то доп. Соглашений и так далее, прошу учитывать все изменения и вносить это все своевременно.